Алматта азыр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин чыгысы күтүлүп атат. На месте стоит. Мынакей мурдагы президент Алмазбек Атамбаев чыгып келе жатат. Суроолорду бере берсек болот анда. Ачып кетсем не болот? Жогорку соттун токтомун сиз кандай каалайсыз? Бул саясий чечимби? Эми мен айтып келгем, азыр дагы айткам, мага каршы коюлган бүт жанагы тигиндей кылмыш, мындай кылмыш деп жазып атканы, айтып атканы баары болбогон нерсе да. Бул мага каршы козголгон кылмыш иштердин эле баары тигилген кылмыштар да. Жок жерден ойлонуп тигилген кылмыштар. Алмаз Шаршенович, как ваше здоровье? Надо срочно лечиться, честно говоря. Надо срочно летать на лечение, пролечиться. Но я, как всегда, вернусь. I'll be back. Вот был вопрос, как вы относитесь к решению Верховного суда. Я всегда говорил, и сейчас вам хочу сказать, что все уголовные дела против меня, они придуманы, сшиты белыми нитками. И это все равно покажет время. Я надеюсь, что вот какая-то волна началась справедливости. Это была, знаете, комиссия по дачасу, теперь решение по БТК. Это все сшито белыми нитками. Вы знаете, по чьей этой команде. И те, кто шили эти уголовные дела, они до сих пор сидят в руководстве силовых структур. А вот вы сказали, соттун чечимин көрдүк. Сиз да ошол ден соолугуңузга байланыштуу чет өлкөгө дарыланып келүүгө уруксат бергенчи. Бул Жок, анысына албетте рахмат чын. Анткени ден соолук чын эле 3,5 жылда жайланды да. Өзгөчө мына өткөн жылы 47-чи колониядан билесиңер. Карда Русы майка менен сүйрөп чыгып, омурткага доо кеткен да ошондо. Эчтеке билбейсиз, эчтеке болгон жок деп коюп. Эми түрмө ден соолук бербейт экен да, ачык. А где вы планируете лечиться? За рубежом? Ну, я вам скажу так, что есть приглашение от... Я сейчас, наверное, об этом могу сказать. Я знаю, что очень была большая поддержка. Может, и вы знаете, от Социнтерна. Это организация, которая объединяет, по-моему, чуть ли не 180 или больше даже социал-демократических партий. И лично приглашение было от премьер-министра Испании, он президент Социнтерна. Я знаю, что он сам подключался к этому вопросу, его правительство. Я очень благодарен. Очень большую работу провел генеральный секретарь, вот, который сейчас ушел уже, Луис Аяла. Он ко мне в тюрьму приезжал, в тюрьму даже. Я, конечно, благодарен. И я думаю, что я просто обязан тогда пролечиться в Испании. Я хочу заранее сказать, что я очень благодарен премьер-министру Испании, правительству и, конечно же, Социнтерну. В первую очередь Социнтерну и моим сторонникам здесь, социал-демократам, особенно молодым, вы знаете, очень постарался Темирлан Султанбеков с моим сыном Кадырбеком, и все остальные очень помогали. Большая благодарность моим юристам, они всегда знали, что я ни в чем не виновен и до конца отстаивают мои права. Потому что много желающих, чтобы я не выходил из тюрьмы. Вы знаете, решение Верховного суда вчера было, 5 часов принято. И вот эти 24 часа, это уже дополнительные сутки. Да? Ну, для кого-то это не время, но в тюрьме она тянется. А может, чем планируете заниматься после лечения? Время покажет. А сиздин башка кылмыш иштериңиз эмне болот азыр? Эми
Эми мындай да, алардын деле баары эртели кеч жокко чыгарылат, мен ишенем да. Эртели кеч, даже бир оюндар кетип чыкпай калса, баары эртели кеч мезгил, тарых өзү чыгарат. Мунун баары калп балам, ишенип коймо. Мен эч качан жооп бергенден коркпойм. А как Мени отреагировал... соктогондор эртели кеч өздөрү соттолот. Алмашин, как вы думаете, как отреагировал на ваше вот сегодняшнее освобождение Сооронбай Шарипович Ну, Жээнбеков? надо вам у него спросить. Ну, вы же все-таки на каждый суд высказывались в его сторону о том, что он вас... Как? Вы же каждый суд говорили о том, что он вас бросил, Ну как бросил? кинул, как бы, грубо Он- говоря, да? А как вы сейчас простили его? Ну, я вам так скажу, что я не собираюсь за ним гоняться или что-то делать. Бог его сам накажет, уже наказывает. Есть у киргизов такие слова, куда его, да куда там это уже. Ну, вы знаете, сейчас я это узнаю дома. Ну, честно говоря, мне чем раньше, тем лучше, потому что, ну, видимо, мне нужны будет одна, может, больше операций. Там же не только спина. 3,5 года в тюрьме все-таки тяжеловато мне дались, тем более больше года я был в одиночке, там и дверь не закрывали, там такая решетка, за решеткой посадили ребят, на тебя смотрят, это что такое было? Помните, шоу было как-то называлось, за стеклом, да, вот такое, без стекла причем. Алмаз Шаршенович, можно уточнить, а не было ли какого-то давления со стороны тюремного контингента здесь, в исправительной Вы колонии? знаете, что в 47-й, что в СИЗО, что здесь. В СИЗО, правда, я был в одиночке всегда. Но я везде встречал уважительное отношение к себе от заключенных. Везде абсолютно уважительное отношение, за это я благодарен. От сотрудников тоже. Единственное, вот в 47-й была ситуация, когда, видимо, чей-то приказ был, приехали сотрудники КСИН и вытащили меня, ну, практически раздетого под снег и повредили позвоночник. Азыр жогорку соттун чечимин бийлик менен макулдашылган токтом катары баалагандар да бар. Азыр бийлик менен сүйлөшүү болдубу? Эми мындай да, бул биздин бийлик. Мен керек болсо мүмкүн эртең да сүйлөшөм, башка күнү да сүйлөшөм. Бирок мен ар бир бийликке айтып атам, менин күнөөм жок деп. Мен бир талабым дайыма бар, менин күнөөм жок. Менин күнөөм жок. Мына силерге да айтам, Кудай алдында. Могу бүт бар, мен болгону бир күнөөм ишенчек болчукмун да өтө. Садыр Жапаров менен Не только Сокеге, башкаларга дагы окшогон адамдарга көп ишенгенмин да. А сейчас какой-то... Вы знаете, время покажет, сейчас мне надо, ну, срочно поправить здоровье. А сейчас какое-то прощание, может, были с сокамерниками? Вы Уже знаете, 24 я часа тут прошло тоже уже. жил, как говорится, в одиночке. Но приходили, пытались, кто смог пробиться. Ну, относятся везде хорошо, потому что, я не знаю, ну и простые люди, я думаю, многие... Вот мне что помогало эти годы в тюрьме? Я знаю, что простые люди очень помогают. Я знаю, что помогали и помогают моей семье и морально, и материально. Был период, когда вообще моя хозяйка, ну, была вообще в большой нужде. И простые люди могли просто встретиться, дать там 500 тысяч сомов. И это не забывается. Я очень благодарен простым кыргызстанцам, потому что простые кыргызстанцы, вот им можно верить. Они, в отличие от некоторых политиков, никогда не предадут, не продадут, но могут обмануться, во что-то поверить. Поэтому еще раз громадное спасибо. Я благодарен и нашим журналистам. Я знаю, что в целом объективно освещалось, в том числе и со стороны тех СМИ, на которые я подавал в суд. Вы знаете, я из-за этого дача суд подавал в суд на некоторые СМИ. И несмотря на это, возможно, какие-то обиды были, но я благодарен журналистам, редакциям. Это отдельное спасибо. Я считаю, конечно же, свобода прессы должна быть. И когда я подавал в суд, я считаю, я сделал одну большую ошибку. Это то, что я не учел, что я президент. Президентам нельзя подавать в суд, потому что наши суды, я убедился, они вынесут решение в пользу сильного.
И, ну, слава богу, вы знаете, целая комиссия была, я вот в тюрьме сидел, я знаю, что ни при чем я во всех этих небылицах, которых меня обвиняют. Вам всем громадное спасибо. Я специально остановился, потому что мне сказали, что вы уже давно стоите, ждете, мерзнете. И через вас вам хочу передать всем большое спасибо, нашим кыргызстанцам, простым людям. Я очень благодарен, потому что вот приезжала моя хозяйка, вы знаете, на автобусе. Сюда маршрутка ходит, 47-ю на автобусе. И часто привозила, говорит, меня деньги не взяли за эту, там, за фрукты. Это было, очень помогает, когда просто люди. Спасибо громадное. Я очень благодарен вам. Не обижайтесь, меня заждались, что ли. Камеры были, Когда в Испании чем быстрее, тем лучше. Более идут. Не более особенно. Я не участвовал, вы знаете, меня сажали без меня. Поэтому я и принципиально не участвовал без себя. Сторонники, дом, село Пайташ. Вы смотрели прямую трансляцию. Урматтуу поликлиника медиасынын Facebook'ta катталуучулары, мына өзүңүздөр көргөндөй жаңы эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан чыгарылды. Азыр ал Кой Таштагы үйүнө жакындарына барарын айтты. Биз учурда мына Молдавановка айылындагы 27-чи абакта болдук. Бул жакта Алмазбек Атамбаев чыгарылды. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев түрмөдө 2019-жылдан бери отурган болчу. Бүгүн жогорку сот Алмазбек Атамбаевга коюлган айыптарды четке какты. Ошентип абактан чыгарылды. Биздин баракчабыз катталып, жаңылыктарыбыздан окуп турсаңыз болот.